Почему в Абхазии к началу июля так мало туристов, что с этим делать и как малому и среднему предпринимателю в сфере туризма выжить в условиях конкуренции с гигантами отрасли, обсудили в парламенте. Общественные деятели в сфере отдыха предложили в первую очередь поработать с законодательной базой. По нашему мнению, стоит разработать и принять законодательные акты, регулирующие деятельность туроператоров и устанавливающие определенные лимиты, пределы на туристические услуги для достижения устойчивого развития туристической отрасли. В первую очередь стоит задуматься о принятии закона о конкуренции, основанного на принципах антимонопольного законодательства, которое позволит предотвратить злоупотребление доминирующим положением на рынке и обеспечит равные абсолютно условия для всех участников туристической индустрии. Необходим закон о развитии малого и среднего предпринимательства, который должен предусматривать комплекс мер, направленных на поддержку и стимулирование развития локального бизнеса в сфере туризма. Это может включать в себя предоставление льготных кредитов, налоговых каникул, какой-то определенный упрощенный порядок регистрации и консультационная помощь. Необходимо рассмотрение государственных субсидий, льготных кредитов абхазским ательерам и другим участникам рынка для модернизации инфраструктуры и повышения конкурентоспособности. Директор туристического бюро Viva Travel Белла Джиджоля уверена, что бороться с демпингом в сфере туристических услуг, нелегальными гидами и другими проблемами можно, усилив свое присутствие в информационном пространстве. Если у абхазских гостиниц будет возможность бесплатно пользоваться услугами сайта бронирования, а у экскурсионных бюро, трансфера и гидов присутствовать в официальном реестре Минтуризма, то это позволит им эффективнее конкурировать с зарубежными туристическими гигантами. Нам хотелось бы видеть не только государственную платформу, где будет представлен местный туроператор, местные предприятия, что там должна быть прямая отсылка без какой-либо комиссии и оплаты со стороны работающих на рынке легальных представителей турсферы. То есть отели там должны быть представлены. Прямая отсылка. Для прямого бронирования надо создать все условия для того, чтобы демпинг не был так ощутим для отелей, которые сами пытаются продавать свой номерной фонд. Министерство по туризму, у меня тоже есть просьба относительно платформы, которая там присутствует. Мы все страдаем, это сейчас не было озвучено, но нелегальные гиды – это наша проблема, и она комплексная, она также связана со всей этой ситуацией, о которой мы сейчас говорим. Нам необходима платформа, где будут представлены легально работающие гиды. Это могут быть программы, где, может быть, обращайтесь к легальным гидам, да, для того, чтобы уменьшить процент присутствия. Мы не можем, как выяснилось, бороться с ними другими способами, они неэффективны. Информационное поле, я думаю, очень сильно изменило бы эту ситуацию, и возможность прямой отсылки, проверки легальности гида, работающего на рынке Абхазии, это тоже важно. Это касается и отелей, и гидов, и туроператоров, и экскурсионных фирм, которые присутствуют. Сегодня нет реестра, который был выложен в общем доступе у Министерства по туризму. Вы, открыв страницу, не найдете, какая фирма имеет право работать в Абхазии, а какая, собственно говоря, нет, не представлена и не имеет лицензии. По словам министра туризма Астамура Лого, в этом сезоне спад интереса к Абхазии со стороны российского туриста связан с целым комплексом факторов. И первый здесь – погода. Начало сезона было смазанным, скажем так, много сопутствующих факторов. Я бы не только отнес это к демпингу, на который говорят, но надо отметить, что и погодные условия были не очень располагающими к приему гостей и к приезду многих туристов. И наши коллеги, соседи в Сочинском районе тоже на это жалуются. Сегодня, значит, и там примерно такая же картина. По словам депутата Вианора Бебе, также не стоит перекладывать всю вину за то, что в небольших гостиницах мало туристов, на крупных российских туроператоров. По его словам, есть ряд объективных причин, почему так произошло в начале этого лета. Как мы можем, местный туроператор, конкурировать с Библиоглобус и другими, если у них миллиардные капиталы, у нас ничего нет, у государства столько денег нет. У них свои самолеты, машины, у нас праворукие машины, кое-как сами собрали, у них дотаций нет, ничего нет. Мы же это не вытянем. Это мы же все знаем, рыночная экономика. Они привозят людей, они сами их находят, по заводам ездят, туда ездят. Мы же это все знаем. Потом у нас матрас такой же тонкий, 86-го года, 5-7 гостиниц, которые улучшили. Потом станет вопрос, вот у него есть бассейн, а у меня нету, к нему приезжать, надо его бассейн закрыть. Потому что я не имею возможность построить с бассейном.
Но в нормальном государстве есть деньги свои, они, вот есть предложения, есть проекты, они помогают, субсидируют, кредиты дают. У нас этого нет, поэтому у вас все беды из-за этого. Вот по Ачамчире. Была гостиница в прошлом году, наши соседи жаловались, некоторые знакомые, они отбили людей. Сейчас там пусто было. А где ваши гости? Вот их нет. Было, их нету. Я по Ачамчире, я сюда не лезу, не знаю. Их нету, потому что перестали, не пришли. А где те, на которых жаловались? Их не было. И 130 человек без работы, Сагателло, 130 человек без работы, мои соседи, которые получали по 50 тысяч рублей. Но мы же за них не думаем, мы думаем за 5 человек и все. А другие 130, что, не люди, что ли? Они что же граждане? В Турции у нас, когда у России, когда некие проблемы были, туда турист не ездил. Доллар был выше, открылся Вьетнам, миллионы поехали туда, Таиланд, и там, к сожалению, условия чуть-чуть лучше. Также на заседании парламентского комитета обсудили возможность ввести классификацию отелей Абхазии. По словам министра туризма Астамура Логуа, если у гостиниц в республике будет соответствующая их качеству звездность, то и уровень цен на размещение можно будет поддерживать на должном уровне. Что касается закона, то есть на классификации отелей. Вы знаете, что мы об этом говорили и на уровне межправкомиссии, и российская сторона нам готова оказать содействие. Я очень надеюсь, что к концу этого года, началу следующего, мы начнем классифицировать наши отели. И будет единый реестр для того, чтобы мы понимали, какой отель и какая звездность у него есть. И мне кажется, это будет способствовать в первую очередь тому, что сами ательеры начнут улучшать качество сервиса для того, чтобы наиболее благоприятно, скажем так, больше звезд у них появилось в классификации. И предполагаю, что и цены будут, соответственно, уже назначаться к тем возможностям и, скажем, уровню отелей. Очень надеемся на то, что вот буквально этой осенью мы начнем, эту программу реализовывать, потому как сейчас у нас в министерстве есть 2 конкретно дипломированных специалиста. Для того, чтобы классифицировать отели, это нужно иметь специальное образование. Вот 2 таких сотрудника у нас есть, на кого мы собираемся опереться и создать такую структуру, которая этим займется. Кроме того, по словам Логуа, малым и средним предпринимателям в туризме стоит творчески подойти к ситуации и работать над своей уникальностью, чтобы привлекать гостей, а не напрямую конкурировать с гигантами туристического рынка. Всем маленьким компаниям, безусловно, нужна поддержка, я абсолютно с этим согласен. Но маленькая компания всегда должна отличаться от крупной своим сервисом, своим умением преподнести что-то по-новому, какой-то новый маршрут предложить. К сожалению, большому, я откровенно вам говорю, я сегодня смотрю по турпотоку, куда мы возим людей. Понятно, основная масса это озеро Рица, Новоафонская пещера, но у нас еще очень много маршрутов, которые мы сами не особо развиваем. Депутаты призвали не делать резких движений и предложили работать совместно. Правительство, законодательные органы, специалисты в отрасли совместными усилиями должны выправить ситуацию на рынке туристических услуг, используя все доступные для этого рычаги. Марианна Котова, Валерий Квиквискири, Торник Амич, Баобаза ТВ.